Добрый дзень, з вами на свабодзе прэміум Ганна Соусі, філёзаф Ольга Шпарага, якая днямі прэзентавала напісаную па-нямецку сваю кнігу «Рэвалюцыя жаночае аблічча». Добрый дзень, Ольга. Добрый день, Ганна. Віншую з кнігай найперш, конечно. Спасибо большое. Про беларускую рэвалюцыю за мяжой даволі шмат розных кніг ужо выходзіць на многіх мовах, шмат твораў працы, наколькі вядома. Чым адметная, чым вылучаецца ваша кніга? Я ведаю, што даволі доўга вы яе пісалі. Ну, во-первых, хочу сказать, что все-таки не так уже долго. Я 3 месяца работала с начала ноября, и еще 1,5 месяца, около 2 месяцев потом работала над немецким текстом, мы дорабатывали, потому что я писала на русском, а потом работала еще с переводом. И это очень хорошо, потому что мы уточняли понятия вместе. И чем отличается книга? Но это все-таки философская книга. Это попытка концептуализировать то, что происходило в Беларуси. И хотя она называется «У революции женское лицо», задумка с самого начала была написать не только об участии женщин. Это лейтмотив, это первая большая глава. Но у книги есть еще 2 главы. 2 глава посвящена обществу как движущей силе революции нашей. Ну и это мой тезис, что дело не в оппозиции, а в обществе. И во 2 главе я показываю предпосылки, почему так случилось, опираюсь на ряд исследований, которые в Беларуси проводились, а затем пытаюсь ряд измерений, вот то, что происходило в обществе, прежде всего с солидаризацией, связанной с дворовыми активностями, с самыми разными, с возникновением фондов. Вот все, что мы как подъем переживали, все это описать и показать, насколько это был народный подъем, насколько он охватывал всю Беларусь, ну и какое-то объяснение, почему мы сейчас на вот таком этапе, я называю это вторым этапом. Вот, и в 3 главе у меня такая попытка философского такого обобщения, размышления, должны ли мы говорить о революции, можем ли использовать понятие нации. Я сама считаю, что у нас такой постнациональный проект, потому что ключевой является не коллективная культурная идентичность, а вот эти самые практики солидаризации, скорее речь идет о такой политической субъективации, я это называю эмансипацией социальной. Культурное, историческое измерение играет роль, но оно все-таки не центральное. И в этом смысле мне кажется, что это какой-то такой, мы переросли самих себя, и в этом смысле мы такой образец для других стран, что вот у нас разные, возможно, культурные идентичности, разное самопонимание, но мы солидаризируемся, потому что хотим в демократической Беларуси жить. Вот это такой мой тезис в 3 главе, и в этом смысле я задаюсь вопросом о том, почему международная солидарность не срабатывает с тем, что белорусская революция рассматривается как такая прогрессивная, да, где есть вот это гендерное измерение, да, инклюзивное, где очень разные социальные группы участвуют. И, в общем, это такое основание для того, чтобы солидаризироваться с нами. Это похоже на те вот движения, которые на выступления женщин, которые мы наблюдаем сегодня в других странах. Да? Но солидаризации не хватает механизмов международных инструментов, чтобы поддерживать белорусов и белорусок. И я считаю, что их нужно искать. И если мы выглядим такими современными, то это предпосылки для того, чтобы искать, да, эти инструменты и механизмы. А ці кніга зараз у вас вот перед да. Покажите, коли ласка, як вона виглядає. Ага. Вот она такая, получилось как-то 200 страниц, я даже сама удивилась. И если говорить о 1 главе и там о героинях, да, то первая глава посвящена, собственно, участию женщин. И я, с одной стороны, пытаюсь как-то систематизировать, да, начинаю эту историю женского участия с середины июня, с того момента, как была арестована арт-коллекция Белгазпромбанка, и возник хэштег «Еволюция». И это я интерпретирую как такую переходную форму от эволюции к революции. То есть была надежда еще до середины июля какая-то, да, что удастся креативными способами, да, объединяя снизу, справиться с ситуацией. Вот это такой первый этап, когда женщины стали видимыми, да, вокруг Евы, сама Ева стала первым символом революции, вокруг нее объединились женщины, не только женщины, но женщин очень много, да, и не случайно Мария Колесникова из этой культурной среды происходит, да, тут очевидны связи и параллели. Затем я описываю этап возникновения Объединенного женского штаба в середине июля,
затем этап «Первая женская цепь солидарности». И каждый раз, да, я описываю, что происходило, кто были участники, как менялись мотивации женщин, что это привносило в активность женщин. Потом этап женских маршей, описываю фемгруппу, и сестринство в тюрьмах, да, как такая вот фигура важная, которая вот и сейчас сохраняется и меняет представление в обществе. Мне кажется, делает все общество более симпатии, да, понятие эмпатии все более сильным становится, заботы друг о друге, и это то, что поддерживает сейчас в этой сложной ситуации продолжающейся революции наше общество. Вы сказали, была Ева-революция, потом революция. Як теперешний этап бы вы назвали? Ну, я вообще обозначаю продолжающуюся революцию, revolution in progress, и описываю, что в сентябре был такой семинар у моих коллег с нашими армянскими коллегами, коллежанками, которые рассказывали о своих событиях, проводили параллели с вот тоже продолжающейся с середины 90-й революции, и в 2018 году в Армении была революция, был очередной этап, который назывался «Революцией любви». И там тоже общество показало себя как такое эмансипированное, эмансипирующееся. Ну и в Армении, в Украине все это вот схожие проблемы, когда происходят социальные трансформации, но не удается добиться трансформации политического режима в должной мере, если это неудовольствие, неудовлетворенность, снова возникают, да, массовые протесты, и есть погибшие люди, ну вот более похоже, да, на эти эксцессы, на то, как это происходило в Армении, в Беларуси. И, ну, то есть я считаю, что революция началась, да, у нас был этап больших протестов, а сейчас у нас такой этап сопротивления, да, сопротивления, заботы, терпения. Ну и, конечно, режим пытается как-то вернуть общество в то состояние, в котором оно находилось до 9 августа. Ну вот я не верю и пытаюсь показать, что это невозможно. Многие исследователи тоже говорят об этом, и исследовательницы, что мы вот в новом состоянии находимся. Да? Ну так, у одной і тої ж воду нельга увайсці двоечы. У назве у вас наўпроставая спасылка на знакаміты твор Святланы Алексеевич. Якім чынам змест вашай філасофскай кнігі пераклікаецца з дакументальным творам беларускай нобелевскай лаўрэаткі? Да, ну очень сложно не ссылаться, конечно, на Светлану Алексеевич. И когда она писала, что у войны не женское лицо, на самом деле ведь она имела в виду в этой книге, что и женское лицо, да, но просто женщины невидимы. И она в своей книге описывает, как женщины по-другому воспринимают войну, да, что они вносили вообще в эти переживания войны, да, как они вообще себя чувствовали, как опыт структурировался с помощью женщин, да, женщинами. И, ну, мой тезис – женское лицо, потому что женщины у нашей революции стали более видимыми, да, они уже как-то больше верят в свои силы, но все равно им все еще нужна эта поддержка. И мне кажется, если говорить вот о трансформации женщин, то это прежде всего вот речь об empowerment, что женщины в свои силы поверили, но для того, чтобы стать полноценными политическими субъектами, как и всему обществу, да, нам еще предстоит большой путь, да, понять, как нам добиться, да, того, чтобы мы могли в обществе определять правила игры, создавать институты. Перед женщинами это тоже такая же задача, как и перед многими другими группами. Есть вот такая думка, что одной из помылок, вельми важных помылок Лукашенки было то, что ён недооценил, не улічыў, не взял под увагу ролю і сілу жанчынаў, а таксама іх крыўду, іх абурэння. Ну, пачынаючы ад яго заявы, што прэзідэнцтва не для жанчыны, потым ён зарэгістраваў ініцыятыўную групу Святланы Ціхановскай, потым зарэгістраваў яе кандыдаткай на прэзідэнта. Ці можна назваць жаночую рэвалюцыю Беларусі адказам на патрыархат, выклікам патрыархату і ўрэшце, ну, што прывядзе да паразы патрыархату ў будучыні? Ну да, я так пишу в своей книге, да, и я также в первой главе анализирую контекст, в котором Лукашенко сказал эту известную фразу «любимую не отдают». Да, это связано с законом о противодействии насилию в семье, который в 2018 году был не принят. И я пытаюсь, да, объяснить, показать, как и почему это происходило, как это связано с насилиями в других сферах жизни в Беларуси. И мне кажется, что
вот то, что важное случилось, это общество сказало нет этим разным формам насилия, провела такое общество, ну, значительная часть общества провела такой водораздел между насильственными практиками режима Лукашенко и собой, да, и своими интенциями. И поэтому это в том числе и вызов патриархату, потому что это, да, такая патриархальная власть, которая не считается иерархическая, да, которую воплощают такие неспособные к диалогу мужчины, вот, которые, я надеюсь, во многом уже прошлому принадлежат, такие образцы, да, там, неживые мужчины у нас воплощаются в живом мужчине, но, в принципе, это образцы, которые транслируются уже в меньшей и меньшей степени сегодня, но, тем не менее, да, тем не менее, они продолжают существовать, и видно, что общество сегодня реагирует на них, да, и общество хочет в связи с другими, по другим образцам жить, люди хотят по-другому строить свою жизнь. Вот у Беларусі была вялікая дыскусія, калі не прынялі закон о прадухіленні хатняга гвалту, і вот я заўважаю цяпер, што грамадства вельмі добра засвоіла гэтую формулу, што вінават гвалтаўнік. Калі мы бачым відэо з людзьмі нібыта прызнаннямі на камеру, так, грамадства рэагуе, што неважна, што чалавек гаворыць гвалтаўнік, а гэта тое, што ўжываецца ў выпадках, калі жанчына згвалтаваная, так, не разглядаюць, дзе яна знаходзілася, як яна была адзета і гэтак далей. І ну, вось гэтыя рэчы, як вы лічыце, наколькі прасунулася грамадства само, вот, пабачыўшы, адказаўшы на гэты гвалт, пабачыўшы яго на сабе, вот, і як яно цяпер інакш стала ўспрымаць гвалт, у тым ліку і хатні гвалт, і вот гэтую праблему. Ну, да, вот эти вот реакции и восприятие Романа Протасевича как заложника, да, и сочувствие, да, эмпатичное отношение к нему, мне кажется, это свидетельство того, что закрепилось уже другое отношение и другое представление к насилию в белорусском обществе. Вопрос, насколько есть понимание того, что разные формы насилия связаны друг с другом, в том числе и домашнее насилие. Ну, надеюсь, что да. И я, например, часто рассказываю, что я как-то на одном из больших маршей видела мужчину, ну, и вряд ли он там в каком-то феминистском движении, который стоял с плакатом «Бьет, значит, сядет», и какие-то другие плакаты свидетельствовали о том, что общество заговорило на языке феминисток, да, вот, и заговорило на вот том языке, который направлен на борьбу с насилием в семье. И я очень надеюсь, что это, ну, это будет благотворно для нашего общества в будущем. И консолидации, конечно, это способствует, да, и дальнейшей борьбе с насилием. Вот я чакаю, неўзабаве павінен выйсці фільм ізраільскай дакументалісткі Ксеніі Светловай пра беларускую рэвалюцыю, пра беларускіх жанчын, «Мяккая сіла» ён называецца, і там шмат удзельніц вядомых і невядомых мірнай беларускай рэвалюцыі. Ну, аснова яе фільма — это гісторыя канкрэтных людзей. Ваша кніга філасофская, але тым не менш там ёсць гераіні. Якія галоўныя гераіні ў вашай кнізе і якіх жанчын вы б назвалі сімвалямі беларускай рэвалюцыі? Ну, вот я вообще ставила задачу как можно больше имен называть, учитывая в том числе, что все имена невозможно сегодня назвать, да, людей преследуют, нужно как-то, да, аккуратно это делать, то есть имен в будущем будет больше, конечно же. Вот. Ну, например, если начинать с обложки, то это Антонина Слободчикова, и кроме того, что я упоминаю, как она быстро, да, буквально на следующий день после возникновения Объединенного штаба предложила этот символ, и с нее начинается предисловие книги также, поскольку она сделала для большой выставки, которая в Киеве вот совсем недавно завершилась, посвященная нашей революции, сделала инсталляцию «Реквием по мечте», она называется, эта инсталляция, и там эти символы сделаны из воска, они оплывают, и мы видим, слышим крики женские, да, и слово «насилие» на множестве языках написано. Но вторая часть этого видео, этой инсталляции, которая вообще размещается в автозаке, вторая ее часть, мы видим ее дочку, которая едет в машине с цветами, и слышим песню Цоя «Мы хотим перемен».
Вот, то есть это такой вот, ну, амбивалентный, да, как и наши ощущения все, да, очень отвечает тому, что мы чувствуем. Ну вот, я очень рада, что Тоня стала одной из героинь. Если говорить про вот этот первый этап эволюции, то Надя Саяпина, еще одна художница, которая сделала перформанс, тоже посвященный этой коллекции, одна из первых попала в тюрьму еще в сентябре на 15 суток, когда это было очень много, да, мы не знали, что нас ожидает в будущем. Ну, конечно, Объединенный женский штаб отдельно я вот описываю, что женщины говорили, когда они выступали, каждая, и Мария Колесникова, и Вероника Цепкало, и Светлана Тихановская, и как они воспринимались. Светлану Тихановскую я интерпретирую как такое зеркало белорусского общества, в которое общество вот смотрело и узнавало себя. Да, мы робкие, мы не политики, мы разрозненные, но мы можем попробовать, да, мы можем собраться и как бы попробовать поучаствовать, да, и справиться с этим режимом. Ну и Мария Колесникова немножко, может быть, большая героиня, чем все остальные, как-то тоже с предисловия она присутствует, потом идет через всю книжку. То есть это важная, конечно, для меня фигура, и в том числе потому, что она себя феминисткой обозначала. О фем-группе, конечно, Юлии Мицкевич я пишу, и о Светлане Гатальской. Ну и вот эти женщины, которые... То есть есть коллективные действия, да, там как женские марши, но есть, конечно, отдельные фигуры, да, которые воодушевляли и продолжают нас воодушевлять. Это Нина Богинская, Ольга Хиженкова, Вика Биран, известная фотография, где ее ведут в автозак, она с радужным флагом, с гордым видом. Я тоже описываю вот эти фигуры этих женщин, которые вот и поодиночке тоже нам демонстрировали чувство собственного достоинства, да, вот этого понимания того, что они рискуют, и они готовы к этой борьбе. Так что вот много у меня имен, и мне очень хотелось, да, чтобы как-то эти имена, чтобы мы не забыли, и они в истории остались. А вы назвали вельмі трапна Святлану Тихановскую люстэркам, у якое заглянула Беларусь і побачила сябе, і вся гэта Беларусь бачыць, як расце, як мяняецца Святлана Тихановская, так, ад візіта к візіту, ад заявы. Як вы прагназуеце, вот, ну, як яна мяняецца, па-першае, яна стане феміністкай, яна будзе себе называць феміністкай. По факте яна ёсць. Угу. Ну, вообще, Светлана Тихановская как-то дистанцируется от того, чтобы называть себя феминисткой, но она, конечно, вносит вклад, на мой взгляд, да, в такую политическую субъективацию женщин, потому что женщины смотрят на нее, да, и я много слышу отзывов о том, что по-прежнему это искренность, простота, открытость – это то, что становится чем-то таким необходимым для политики, политической коммуникации. И очень хотелось бы, чтобы это в будущем осталось, да, в нашем политическом пространстве. Вот. Но, конечно, как-то все сложнее. У феминисток есть своя собственная агенда, да, и, например, там закон о противодействии насилию в семье. Это, наверное, то, о чем я слышу и сейчас от феминисток, и они в большей степени еще говорят о том, как важно, да, нам все-таки отстоять и предотвратить того, чтобы насилие в семье было распространенной практикой. Насколько будет защищать это Светлана Тихановская, не знаю, но очень надеюсь, что она и такие политики, как она, будут открыты, да, к таким предложениям и поддержат феминисток, если даже сами не будут предлагать такой закон. Вот у рамках перадачы толькі жанчыны, гендерныя эксперткі, вы у тым ліку розныя часы выказвалі асцярогу, што вот і ў жаночым трыоле там і ва ўспрыняцці большасці людзей жаночых маршаў, ну, не было жаночай повесткі, не было пытання гендернай роўнасці, не было пытання змагання за правы жанчын. Ці з'яўляецца паступова вот это все больш і больш гэтая жаночая повестка. Я ведаю, што фэм-група яе ўздымае рэгулярна, але на больш шырокім такім, на больш шырокай аснове. Ці у гэтай драматычныя часы для Беларусі, магчыма, для многіх гэта не першасная. Ну, мне кажется, что сейчас как-то непонятно, да, с агендой, то есть речь идет о плане победы, тоже не совсем понятно, как бороться, да, за победу, то есть каких-то таких отдельных агент, наверное, нету, да, то есть в принципе мы понимаем, что, например, в системе здравоохранения у нас большие проблемы, да, но в общем сейчас мы не обсуждаем будущее системы здравоохранения, потому что столько проблем с увольняющимися врачами, им нужно помогать.
То есть как-то мне кажется, что я очень надеюсь, да, что все эти вопросы, которые обнаружились, и в том числе гендерные проблемы, что они, ну, в силу того, что мы понимаем, насколько это значимо, останутся для будущего, да, и что группы, и фем-группы, конечно, мы дальше тоже будем их отстаивать. Но сейчас действительно я бы согласилась с тем, что как-то сложно сказать, что какие-то вот проблемы из социального пространства, да, там наше социальное государство, права отдельных групп, что они как-то видны, да. Скорее речь идет о взаимопомощи, о том, как выжить, в принципе, в этой ситуации, как быть эмпатичными, потому что вот мы в такой ситуации столкнулись, как издевательство, пытки Романа Протасевича, и нужно как-то помочь обществу сформулировать, да, позицию на этот счет. Поэтому сейчас такие какие-то тактические задачи, солидаризации самое важное. Я ведала, што вы пішаце гэту кнігу, пра расказвалі, я вельмі хачу яе прачытаць. У мяне вот практычнае пытанне, калі яе можна будзе прачытаць не па-нямецку? Я так разумею, што яна, ну, першы арыгінал па-расейску існуе, ці будзе выданне па-расейску, па-беларуску, і якой вы бачыце вашу аўдыторыю? Ну, да, у меня есть права на издание на русском и белорусском, и как-то я уже думала, где издать, и вот на прошлой неделе получила приглашение. Есть такая серия книг, издаваемых на русском языке в Вене, в сообществе славистов, и вот буду обсуждать, ну, какие там условия. Ну, в общем, получила предложение издать там свою книгу, представляла на одном из семинарий свою книгу, и был интерес, да. И мы думали о том, что, ну, прежде всего, это, как она выйдет и на русском тоже за пределами Беларуси, наверное, это наши диаспоры, которые не все тоже читают на немецком языке, но, конечно, вот Юлия Мицкевич читала мою книгу, Александр Адамянц, мой муж, они все считают, что книга прежде всего для белорусов и белорусок, потому что там она как-то, ну, вдохновлять должна, да, то есть выполняет эту миссию. Поэтому, конечно, хочется, чтобы ее прочли, да, с кем мы вместе были, переживали все эти события, когда был подъем, и сейчас думаем, что делать, но думать о подъеме, как бы вспоминать и находить силы в нем, наверное, важно сейчас. Поэтому хочется мне издать, да, на русском, белорусском. Ну, на завершэнне нашай размовы у меня такая, можа, крыху дзіўная просьба. Вельмі важна, многія аўтары думаюць пра тое, як пачаць кнігу. Маглі б вы першы сказ прачытаць? Моё. Ну, не ў прадмове, а я так разумею, напэўна, у тым, як яна пачынаецца. Ну, моя книга начинается с того, что 14 июня 2020 года была арестована арт-коллекция Белгазпромбанка. То есть начинается, и глава называется «Конец невидимости», и начинается такое небольшое описание этой истории, а потом разъяснение, такое маленькое, вот что за коллекция. Ева Хаймасутина стала ее лицом, и потом как с этим связано, да, что за женщины, почему Ева, да, и как это с видимостью женщин, активизацией женщин связано. Ну, вот и мы размаўляем якраз практычна праз год пасля гэтай падзеі. Адбылося вельмі шмат розных падзеяў, і з'явілася кніга, і я думаю, што ў яе будзе працяг. Дзякуй вялікі, гэта была філёзаф Ольга Шпарага.